духовная семинария появилась в Якутии в середине XIX века. Заслуга ее учреждения принадлежит святителю Иннокентию, митрополиту Московскому, просветителю Сибири и Америки. Через 1,5 века семинария вновь действует, и сегодня мы познакомимся с ее историей и настоящим днем жизни. В семинарии есть свой храм. Он сердце духовной школы, главная аудитория. Здесь семинаристы начинают свой день и заканчивают. Здесь же говорят свою первую проповедь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Как часто мы слышим, а порой и сами употребляем в своей речи, такое выражение, как святая. Проповедь – это устные наставления священника прихожанам. Обычно в проповеди объясняется содержание и смысл прочитанного на богослужении фрагмента из Евангелия, рассказывается о церковном празднике или святом. «Научите все народы, — говорит Господь Иисус Христос своим ученикам, а через них и всем своим последователям-христианам. Но в особенности призваны соблюдать эту заповедь священники, те, кто поставлены, чтобы наставлять и вести к спасению верующих». Вот почему в семинарии большое внимание уделяется гомилетике, науке о церковной проповеди. Вот почему в течение всего периода обучения студенты семинарии учатся составлять и произносить проповеди. Протерей Павел Слепцов, настоятель Иоанно-Предтеченской церкви села Намцы, с 2011 года преподаватель Якутской духовной семинарии, в священном сане 8 лет. Работа пастыря – это прежде всего служение людям, служение Богу. Что это означает, многие не понимают. Некоторым людям кажется, что служение Богу – это стояние в храме при зажженных свечах. Служение священника – это прежде всего спасение души самого священника и через то помощь, оказывание помощи в спасении людям, которые прибегают к нему за советом для того, чтобы знать, как преодолеть духовные трудности, как научиться общаться с Богом. История Якутской духовной семинарии начинается в 1841 году в Русской Америке. На острове Ситха было основано Новоархангельское духовное училище. В дальнейшем оно преобразовывается в семинарию, а в 1858 году семинарию переносят в Якутск. До конца XIX века Якутская семинария оставалась единственным и, между прочим, весьма востребованным профессиональным учебным заведением края. Анатолий Алексеев, директор Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, научное направление Анатолия Николаевича исторические науки. Духовная семинария, которую в свое время закончили очень многие представители одной из первых плеяд якутской интеллигенции. Это множество наших известнейших ученых, впоследствии деятелей культуры, они получили фактическую путевку благодаря тому, что закончили Якутскую духовную семинарию, которую основал святитель Иннокентий. Здесь учили будущих пастырей из числа местного населения. И немногие духовные учебные заведения Дальнего Востока могли тягаться с Якутской семинарией в количестве учащихся. Егор Шишигин, директор Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера. Егор Спиридонович является историком православия в Якутии. И вот в этом духовном семинарии начали учиться местные, очень известные люди, впоследствии стали. Вот, например, учился Алексей Алексеевич Кулаковский, Алексей, основоположник якутской литературы. Очень много известные Поповы, Слепцовы
начал учиться так. И вот, например, из тех семинаристов, которые учились в 19 я могу назвать Пантелеймона Васильевича Попова, это младший брат первого якутского профессионального художника. По некоторым данным, около 80% священнослужителей это были коренные жители, выходцы с нашей Якутии. Студентами семинарии в разное время были Платон Аюнский, Максим Амосов, участник русско-японской войны, судовой священник корабля «Рюрик» и романах Алексей Конешников, известный историк Якутии Попов, первый историк литературы, критик Леонтьев, государственный деятель Винокуров, один из первых композиторов Якутии, хоровой дирижер, фольклорист Скрябин, исследователь якутской народной музыки хормейстер Корнилов, автор летописи города Якутска Евловский, народные художники Носов, Попов, историк, художник Попов, поэт Черных Якутский и многие другие, которых объединяло образование на основе неприходящих ценностей российской духовной школы. Сердце мое радуется. Я уверен в том, что этот духовно-просветительский центр станет местом воспитания молодежи, местом встречи церкви и интеллигенции, местом культурного, эстетического воспитания людей. Семинаристы не тратят время впустую. Каждая минута распорядка дня направлена на духовное совершенствование. Даже во время трапез и по древней традиции семинаристы слушают жития святых. Добрый день, Юрий. Здравствуй, Владыка. Что сегодня дают на обед? Сегодня в меню у нас на первое борщ, на второе рис с красной рыбой, из напитков компот и на десерт арбуз и яблоки. Приглашай нас в трапезную. Казаками в дар великому князю Дмитрию Донскому, который перенес ее в Москву. Икона находилась сначала в Успенском соборе Кремля, а затем в Благовещенском. Память победы на берегах Дона она получила наименование Донской. Благодарите Христе Боже наш, яко насытились на земных Твоих благ, не лиши нас и небесного Твоего царствия. Семинарист Юрий Протопопов. Любимое место в семинаре – библиотека. Поучительность житий святых в том, что они являются наглядным примером скромности, терпеливости в перенесении тягот, неутомимости в своем служении, примером мужества и верности избранного пути. Как писал Федотов, святых мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России. В них мы ищем откровения нашего собственного духовного пути. Цель всего процесса духовного образования – подготовка священников, богословов и других церковных специалистов для якутской епархии. Перед семинарскими преподавателями стоит задача не только дать богословские знания, не только научить богослужебному уставу и иным наукам, но и воспитать в студенте христианское благочестие, нравственность и поведение в соответствии с евангельским истиной. Ведь итогом обучения в семинарии должно стать принятие выпускником духовного сана и восприятие даров Святого Духа. И как важно, чтобы эту благодать получили достойнейшие. Иеромонах Никандр Горбатюк, выпускник Московской духовной академии, преподаватель гомилетики Якутской духовной семинарии. Без духовной школы невозможно представить пастыря. В семинарии мы изучаем не только богословские науки. Это еще огромная школа жизни, где мы учимся дружить, быть жертвенными людьми, участвовать в жизни ближнего. Вспоминая свои студенческие годы, проведенные в семинарии и духовной академии, сегодня я осознаю, что этот опыт я могу реализовать в своей пасторской деятельности. Все то, чему меня научили, я сегодня могу поделиться со своей паствой, а самое главное – со студентами. Сегодня священник и церковнослужитель призваны нести Слово Божие самым разным людям, в самых разных условиях. Высокообразованным и совсем простым, военным, врачам и пациентам, учителям и школьникам, молодым и пожилым. Он должен быть готов осуществить свою миссию в самых разных учреждениях. Поэтому семинарское духовное образование всегда было высококачественным и постоянно совершенствуется.
Круг дисциплин, изучаемых в семинарии, достаточно широк и может соревноваться с учебным планом любого гуманитарного факультета достойного вуза. История России и история церкви. Философия. В рамках предмета особое внимание уделяется русской религиозной мысли. Древние и современные иностранные языки. Библеистика и сопутствующие дисциплины, связанные с изучением Священного Писания. Церковное законодательство, литургика, изучающая вопросы богослужебного устава. Богословие, требующее обширных философских знаний. Текстология богослужебных текстов и многие другие предметы. Величаем Тя, Крестителю, Спасом Иоанне. Семинарист Дмитрий Васенин учится в Якутской духовной семинарии, любимый предмет – церковное пение. Церковное пение – это часть божественного богослужения. Будущему пастырю необходимо иметь певческое образование. В нашей Якутской духовной семинарии этому обучают. У нас имеется собственный семинарский хор. Мы участвуем в божественной литургии. Также поем акафисты, молебны и регулярно участвуем в различных мероприятиях, будь то городского плана или республиканского, благотворительных акциях. Уже во время обучения на последних курсах семинарист, будущий священник, должен определиться с выбором своей будущей спутницы жизни, супруги. Матушка, так называют супругу священника в народе. Сегодня мы посетим молодую семью Коробкиных. Он студент семинарии, она выпускница регенских курсов, Александр и Александра Коробкины. Семинарист Александр Коробкин учится в Якутской духовной семинарии уже диаконом. Я из города Нерюнгри, моя супруга местная, из Якутска. Вот. Познакомились мы здесь, в городе Якутске, в то время, когда я поступил на первый курс Якутской духовной семинарии. В это время уже моя супруга Саша училась здесь, в Регенской школе. Тогда уже она была на втором курсе. Сейчас в данный момент служу диаконом в Преображенском соборе. В дальнейшем, конечно же, хочу стать священником. Для того и пришел учиться в Якутскую духовную семинарию. Хочу проповедовать, потрудиться, донести проповедь на якутской земле. Учебно-педагогические процессы в духовных и светских учебных заведениях имеют много общего. Как светские, так и духовные школы руководствуются учебными программами и планами, имеют систему оценки знаний, зачетные и экзаменационные сессии. Якутская духовная семинария идет в ногу со временем. Созданные здесь условия могут считаться лучшими в России. Студенты живут в просторных номерах по 1-2 человека. В семинарии есть медпункт, актовый зал для мероприятий и, что немаловажно, спортзал. Священнику, особенно на севере, предстоит трудиться не только интеллектуально, но и физически. Длительное богослужение, переезды, а возможно и жизнь в суровых условиях. Будущий пастырь должен быть физически здоров и хорошо развит, и поэтому физической подготовке в семинарии уделяется большое внимание. Иеромонах Иларион Варежкин, выпускник Московской духовной академии, с 2014 года ректор Якутской духовной семинарии. В нашей семинарии созданы уникальные условия для каждого, кто желает поучиться в этом высшем учебном заведении и послужить Богу и народу Якутии. Эта уникальность продиктована не только особенностями учебного процесса, но и тем, что мы готовим будущих священнослужителей, те, которые готовы на просторах республики служить в наших храмах. Владыкой Романом и педагогическим коллективом делается все возможное для того, чтобы этот учебный процесс в семинарии был интересным, продуктивным и уникальным. Ну, к примеру, в нашей школе создана библиотека, в которой имеются редкие образцы духовной литературы. Студенты имеют возможность
пользоваться электронными интернет-ресурсами. Помимо учебного процесса, конечно же, создаются условия для культурного насыщения, культурного образования и расширения кругозора учащихся. По благословению владыки Романа в семинарии организуются всевозможные выставки, посещение музеев, других культурных мероприятий столицы Якутии. Только за 4 последних года новейшей истории семинарии почти каждый студент имел возможность побывать в паломнической поездке, увлекательной, за пределами республики, посетить столицу России и заграничные города, где смогли приложиться к христианским великим святыням. Также в семинарии организованы 4-разовое бесплатное питание, завтраки, ужины, обеды, полдники. Все это проходит в стенах духовной школы, и медицинское обслуживание также ставится на высокий уровень, поскольку каждый студент может получить высококвалифицированное бесплатное медицинское обслуживание. Мы посетили семинарию. Якутская духовная семинария – высшее профессиональное учебное образовательное учреждение Московского патриархата, где учатся будущие священники и будущие регенты церковных хоров. Она открыта для всех, кто желает послужить Богу и ее народам и продолжить путь великих деятелей, таких как святитель Иннокентий, митрополит Московский, небесный покровитель Якутской духовной семинарии.